при всем нашем старании, усердии, чем больше мы стараемся, тем больше критики у нас, да, мы к этому привыкли, это как-то, значит, поблагодарить своих, значит, оппонентов нам хотелось бы при случае, но главной критики у нас тут бывает то, что мы привлекаем православных татар, значит, многие не понимают этого, то, что как-то вот я, например, вырос, у нас в семье были кряшины, да, вот у меня отца друзья, как они пели татарские песни, плясали, веселые были такие, жизнерадостные, вот как-то я к этому очень так отношусь, значит, я принимаю участие в Петров днях, значит, православных праздников, вот это была критика. Потом была критика, когда мы начали привлекать к себе тюркские народы. Зачем вы, значит, путаете, зачем вы не дай бог, совместные браки, там, все такое прочее, вот. Ну, была вот, значит, критика с 1 января, это то, что мы создали землячество. Землячество, мы в честь штаба 25 лет, мы создаем 25 землячеств, вот Нижегородское, там, Ульяновское, Пензенское, Самарское, Санкт-Петербургское, Оренбургское, Астраханское, значит, вот такие землячества, и они так сейчас общаются между собой. Они нашли своих родственников, вот особенно Нижегородское, Башкирское, там, например, вот Мордовское, вот. Поэтому вот, ну, насколько критики, насколько то, что мы все-таки будем говорить откровенно, нас называют прокремлевской организацией, да, потому что все-таки у нас в Совете Аксакалов много бывших работников, значит, аппарата президента. Мы этого не отрицаем, мы ведем центристскую политику. И она же, и также мы, поскольку политика Татарстана всегда была, значит, центристской, и мы же и в унисон татарской политики Татарстана, как форпост мы для политики Татарстана. Поэтому вот и в Татарстане иногда неправильно интерпретируется и преподносится наша деятельность. Вот в плане тюркских народов, например, вот, в плане землячеств. И, конечно же, вот с первого дня, 27-25 лет, у нас во всех клубах, значит, башкиры. У нас совместно башкирские татарские организации. И вот это когда был языковой кризис, там какие-то были непонятные, деструктивные отношения, настроения, да, вот вы как думаете? Или все-таки есть нас за что критиковать, и нам это полезно? Или же, значит, все мы делаем правильно, или что-то мы не доделываем, не договариваем, или что-то мы не успеваем, вот как здесь? Ну, вообще, если критикуют, это означает только одно. Это работа заметна, есть результаты. И здесь может быть очень много мотивов у критикующих. Прежде всего надо смотреть, а кто эти люди? Кто они такие? Что они сделали для страны? Что они сделали для Татарстана, для своего народа? И нет ничего проще, чем критика. И очень много всегда желающих кинуть в спину камень тому, кто идет впереди. Если вас сзади кто-то пытается толкнуть, это обозначает, что он просто за вами не успевает. Поэтому, конечно, всегда можно найти основания для того, чтобы, ну, как-то конструктивно посмотреть, да, какие замечания. То есть, если кто-то критикует, то он должен какую-то альтернативу предлагать. То есть, если это конструктивная критика, то есть именно, что вот это сделано, допустим, не так, а нужно вот так. Если нет никаких конструктивных предложений, то это просто из серии «Собака лает, караван идет». Вот кто не делает ничего, у кого нет никаких результатов, поверьте, Рустем, их никто никогда не критикует, потому что о них никто не знает. Если здесь пошла волна критики, это означает, что кому-то, может быть, очень не нравятся те результаты, которых вы достигаете, причем такими темпами очень быстрыми. Значит, мы на правильном пути. Конечно, на правильном пути, и ставить кому-то в упрек, что он объединяет людей, это самое последнее дело. То есть всегда надо формулировать, да, тот посыл, который идет. Здесь просто вот шаг делаешь плохо, влево плохо, вправо плохо. Поэтому нужно понимать, что эти люди очень часто даже не открывают себя, они же не показывают свое имя. А это говорит о том, что, скорее всего, это люди, которые выдают себя за других. Поэтому всегда можно достичь истины, если есть противоположное мнение, это нормально, но нужно видеть лицо своего собеседника, чтобы ответить на его вопросы, задать ему свои.
А когда в спину анонимы какие-то что-то там выкрикивают, то на это можно не обращать внимания и еще больше верить в себя и в свои силы, и в то, что ты делаешь правильное дело, благое и святое. Ну, спасибо за такие оптимистичные наставления. Спасибо. Будем стараться. Да, спасибо большое вам. Я уверена в том, что большой путь, по которому вы идете, будет расширяться, и будущее будет показывать такие же результаты, которые в настоящем, и даже еще более яркие, более значимые. Спасибо. Дорогу осилит идущий. Спасибо.